Самый загадочный памятник истории Абхазии – Великая Абхазская, или как ее еще называют, Киласурская стена. Когда ее построили, кто и зачем, до сих пор доподлинно неизвестно. Есть три основные версии. Первая – стену построили персы в VI веке. Некоторые исследователи приписывают в раннесредневековое время, например, византийцам, некоторые приписывают персам, такое как бы тоже есть в VI веке. Они как раз таки на территории Абхазии тоже вели войны, соперничали здесь за обладание этой территорией. Вторая версия происхождения стены – это то, что ее построили в средние века для защиты дороги. На это тоже указывают некоторые признаки. Олег Хутович Бгажба тоже в советское время он выдвигал такую версию, что Великая Абхазская стена была построена для защиты дороги, которая в средневековых источниках она именуется как Абхазский путь или Абхазская дорога. Как раз таки она вдоль этого маршрута и идет, линия Абхазской стены. И она была построена, как он считает, в 11-12 веках. Да. Третий вариант. Стену построил князь Леван Дадиани для защиты Мигрельского царства от абхазов. Есть версия, что Великая Абхазская стена была построена уже в позднее время, то есть в 17 веке такое мнение даже Юрием Николаевичем Вороновым было высказано, что Великую Абхазскую стену, то есть или Киласурскую, как ее еще называют, построили в период правления мингрельского царя Левана Дадиани, то есть он захватил территорию до Киласура и здесь выстроил стену, которая защищала бы Мингрелию от абхазов. Даже несмотря на то, что каждая находка вызывает все больше вопросов, с почти полной уверенностью можно сказать, что башни стены не были боевыми. Несколько наконечников, стрел и пара свинцовых пуль говорят о том, что бои вокруг стены не шли. По мнению археолога, тайну Великой Абхазской стены непременно нужно разгадать. Не может быть остаться это, уже до сих пор точно никто не знает, когда же она была построена. Это на самом деле такой уникальный объект, и не знать, когда, в какое время и кем была построена, на самом деле в 21 веке это несерьезно. Но нужно, конечно же, изучить этот объект. Один из самых, можно сказать, уникальных на территории Абхазии, самых интересных, самых больших. Как рассказывает Шандор, по характеру строительства стена была сделана наспех. И это большая удача, что до наших дней сохранились такие крупные фрагменты. Но и они с каждым годом разрушаются все больше. Консервировать и реставрировать такой масштабный объект нет никакой возможности, хотя некоторые из башен вполне могли бы стать полноценными туристическими объектами. Если в советское время какие-то Воронов отмечал уже целые башни, сейчас мы отмечаем руины. На самом деле, и где-то этих башен может и нет. Очень много с 60-х годов даже не сохранилось башен совсем, вплоть до фундамента. Это и в советское время они уничтожались под сельскохозяйственные угодья какие-то. Это, может, не намеренно делалось, но, однако, рушилось. Но для того, чтобы прокладывать туристический маршрут по обломкам Великой Абхазской стены, сначала нужно разгадать ее тайну. Пока археологи собирают артефакты, но уже к осени они обещают подготовить аналитический материал, который, возможно, приблизит к ответам на главные вопросы. Кто, когда и зачем возвел стену Восточной Абхазии, от моря и до самых скал. Марианна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.